Подходит к концу сбор урожая с агропояса Якутии. Сегодня наша съемочная группа посетила поля крестьянского хозяйства Владимира Скупченко. Этот человек рекордсмен по сбору урожая уже второй год подряд. Слово Александре Охлопковой. Бизнес на земле. Все началось в далекие 90-е годы. Владимир Скупченко в те годы картофель перевозил из Алёкпинского района. Продавал, менял на другие товары. Но, как уверяет бизнесмен-аграрий, всему есть конец. Если раньше только Алёкпинский луз мог полностью прокормить Якутск, то в последние годы ситуация изменилась. А там и цена за второй хлеб – картофель. С картофелем мы работаем не так давно, 3 года. Садим картофель, выращиваем сами. А до этого мы занимались доставкой по квартирам картофеля. Вот что идут по объявлению заявки. Мы возили с Алёкпинского улуса, отовсюду, Синска. Но в последнее время картофеля местного становится все меньше и меньше. И мы решили, что надо выращивать свой. Сегодня у Владимира Скупченко свое поле. У него, можно смело сказать, растет лучшая картошка в Якутии. Сорта Розанна, Аврора и Рябина мало кому знакомы, но на лучших выставках России представляют именно эти сорта. Владимир Владимирович своего рода экспериментатор. На своем поле он высаживает уже второй год новые сорта, исследует, как они приживаются в новых климатических условиях. Результат превзошел все ожидания. Получает рекордный урожай. Сегодня на наших глазах рабочие собрали около 70 мешков картофеля из 220 метров грядки. В прошлом году мы привезли рябину, рябинушка сорт. Она у нас по показаниям Россельхозцентра показывала 42 тонны с гектара. А в этом году мы привезли рябинушку, привезли Аврору. Это среднеспелый сорт. Он по вкусовым качествам даже лучше, чем рябинушка, потому что так как среднеспелый, у него процент содержания сахара в крахмале выше. На 14 августа он по прогнозам Россельхозцентра показывал 31,5 тонны с гектара, но на самом деле к сегодняшнему числу он у нас по снимаемому урожаю показывает в пределах 45 тонн с гектара. В прошлом году предприятие начало свое дело на арендованной земле на 6 гектарах, а в этом году продолжило на 23 га. Однако, как уверяет хозяин, в будущем году проблемы с землей не будет. Планы у нас на будущее: мы работаем здесь и одновременно переходим на маганские земли. Город нам хорошо помогает, и с землей сейчас помогает сильно, и с техникой помогает. Вот этот трактор я приобрел тоже по программе. Город помог дотации. Картошку Владимир Скупченко отдает за 25 рублей за килограмм. Это самая низкая цена в Якутии. Именно поэтому городской округ заключил с ним договор на поставку картофеля в социальные учреждения. Крестьянское хозяйство Скупченко, я хочу сказать, что он в прошлом году был признан лучшим крестьянским хозяйством по области растениеводства по республике Саха-Якутия. План по картофелю у нас 10 200 тонн. На сегодняшний день 9 500 собрано. Еще осталось дособирать нам около 145 га. Я думаю, что план мы перевыполним, как и в прошлом году. Возможности сельхозпредприятий лишний раз доказывают о необходимости развития агропояса в столице. Да и дела не топчутся на одном месте. Планов намного. Около Житая это начинается строительство зимнего тепличного комплекса на 3000 квадратов. У нас земли-то много, но они лежат, не работают. Значит, наша задача, чтобы все эти земли работали и принесли нам урожай. Качество урожая с полей Якутска горожане смогут оценить совсем скоро. 27-28 сентября пройдет традиционная ярмарка товаропроизводителей Якутии. Александра Охлопкова, Василий Степцов, НВК Саха, Якутск.